Сегодня на совещании с генералами диктатор заявил о наращивании военного контингента на южных и западных границах Беларуси со стороны Украины и Польши. В очередной раз Лукашенко нагнетает обстановку, придумывает истории о лязгающих гусеницах НАТО и заявляет фактически, что Беларусь находится в окружении вражеских стран. Такую риторику используют все диктаторы. И Лукашенко здесь не первый. Для того, чтобы оправдать творящееся беззаконие в Беларуси, узурпатор использует проверенный метод создания образа внешнего врага. Так делал Гитлер. Так делал африканский диктатор Мугабе. Так делал Каддафи. И если до августа 2020-го Лукашенко говорил о дружбе с Украиной, то теперь Украина рассматривается как враг. Из гибридного союзника Украины он превратился для нее в гибридного агрессора. Но исторически мы знаем, что ни украинский, ни литовский, ни польский народы не хотят никакой войны с Беларусью. Риторику ненависти и пропаганду войны цинично использует именно Лукашенко, и только для отвлечения внимания от самых массовых репрессий в Европе за последние 50 лет, от своей нелегитимности и ради сохранения абсолютной власти. Но все диктаторы заканчивают одинаково, и чем больше он нагнетает обстановку, тем раньше наступит переломный момент в истории нашей страны. А что делать нам, белорусам? Мы не должны согласиться с тем, чтобы его генералы использовали белорусский народ в своих военных игрищах. А родителям солдат важно понять, во что может втянуть их детей узурпатор. Главное, что мы с вами знаем: белорусы против диктатора, белорусы против войны.